Введение в эксплуатацию этой дороги значительно разгрузит центральные трассы нескольких районов. Однако это не единственный плюс данного проекта. В дальнейшем откроются более широкие экономические перспективы. Именно поэтому эта магистраль имеет стратегическое значение, отметил в своем выступлении на церемонии открытия Рамзан Кадыров. Строительство дороги было включено в предвыборную программу кандидата в президенты России Владимира Путина. Сегодня мы еще раз убедились, что программа поэтапно выполняется. Я от имени всего чеченского народа и миллионов водителей и пассажиров, проезжающих на трассе Кавказ, говорю президенту России огромное человеческое спасибо. Эта дорога имеет стратегическое значение для всего юга России. По ней доставляются грузы для многих регионов страны. Мы реализуем курс нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, на динамичное развитие республики. Современная и безопасная трасса является одним из главных условий притока инвестиций, роста экономической активности населения. Благодарю строителей за добросовестную работу. Желаю всем благополучия и успехов на благо нашей Родины. На первом этапе завершено строительство автодороги протяженностью около 20 километров, 5 мостов через реки и транспортной развязки. Открытие этого участка значимо не только для региона, подчеркивает министр транспорта России Максим Соколов. Магистраль играет важную роль в развитии всей дорожной инфраструктуры страны. Мы вводим очень долгожданный объект на трассе М-29 «Кавказ». Первый этап обхода Гудермеса. И могу сказать, что это уже не первый объект, не единственный объект, который вводится в эти дни на нашей транскавказской магистрали. Это очень важная магистраль не только для жителей, гостей всего Северного Кавказа, но и играет серьезную роль во всей транспортной инфраструктуре дорожной сети нашей страны. И то, что этот долгожданный объект появляется на этой дороге, это, конечно же, заслуга в первую очередь президента Российской Федерации, который дал соответствующее поручение по удвоению строительства дорог в нашей стране в ближайшие десятилетия. Это планы правительства Российской Федерации, которые, несмотря на непростую экономическую обстановку, но все-таки не сократили финансирование этого объекта. Те решения, которые реализованы здесь и проектировщиками, и строителями, они действительно позволят серьезным образом увеличить безопасность. Я искренне хочу поблагодарить, в первую очередь, конечно, Рамзан Фальевич, вас, руководство республики, поскольку такие объекты мы можем реализовать только совместными усилиями. Конечно же, своих коллег, дорожников, строителей, именно вашими руками, с использованием, конечно, современных машин и механизмов, родился этот замечательный объект, который открывает всем двери в будущее, светлую жизнь. Здесь же отличившихся работников удостоили почетными грамотами и благодарственными письмами. Также за личный вклад в развитие дорожной отрасли был награжден глава Чечни Рамзан Кадыров. Наградить нагрудным знаком почетный дорожник России Кадырова Рамзана Ахматовича, главу Чеченской Республики. Ценные среди дорожников эта награда, конечно, не звезда героя, но у нас среди дорожников она приравнивается к геройским заслугам. Сразу после богослов Магомед Хитанаев прочитал дуа, после чего гости по традиции разрезали красную ленту, а завершила торжественную церемонию проезжающая колонна из спецтехники, задействованной в строительстве дороги. Спасибо, Максим Юрьевич. Действительно, вы очень много сделали. Действительно, благодаря вашей поддержке, вашим волевым решениям мы сегодня построим первый дали участок. Всей командой, всех дорожников. Министр должен был сказать свои слова, но я не принимаю решение, поэтому это нужно было. У нас М-29 загруженность была 100% и смертность каждый день. Сегодня мы сделали благое дело для экономики, для развития республики, для безопасности. В строительстве автодороги применены самые современные технологии и материалы. Это качественный асфальтобетон, локальные очистные системы для рек. Также выполнены работы по повышению безопасности магистрали. Предусмотрены пешеходные дорожки, автобусные остановки. Освещение, металлические ограждения. Как отмечает Максим Соколов, объект полностью соответствует необходимым стандартам. Качество в первую очередь оценит пользователя, конечно, дороги, но поскольку наши коллеги из федерального казенного учреждения объект этот приняли, ввели в эксплуатацию, значит, качество соответствует самым строгим нашим российским нормативам, а они соответствуют международным.
Введение в строй обхода Гудермес позволит вывести транзитный транспорт с улиц города и нескольких населенных пунктов, что значительно улучшит экологическую обстановку в жилой зоне, снизит аварийность и не только. То, что теперь машины, транзитный трафик может беспрепятственно по объездной дороге миновать Гудермес, конечно же, это ускорит доставку грузов, а значит увеличит транспортные коммуникации Чеченской Республики, ну и вообще торговые и транспортные отношения в районе всего Северного Кавказа. Эта дорога идет и дальше через Дагестан в Азербайджан, значит, будет хорошим транзитным коридором. Ну и все, кто будут обслуживать этот коридор, все смогут зарабатывать и малый, и средний бизнес. В завершении визита министра транспорта России стало известно, что, несмотря на нелегкую экономическую ситуацию, дорогу от Краснодара через Грозный Махачкалу до Азербайджана продолжат строить. Как заверил Максим Соколов, уже в следующем году начнется строительство второго этапа проекта. Эсмина Гацаева, Халид Мовсаев, Джамлаил Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.